заседание Совета ТЭПа, посвященное по вопросу социальной поддержки работников образования и медицины, работающих и проживающих в сельской местности на территории Республики Ингушетия. Нас, членов Совета ТЭПа ингушского народа, возмутил и глубоко оскорбил закон, принятый депутатами Народного собрания Республики Ингушетия в конце 2014 года о мерах социальной поддержки квалифицированных работников, работающих, проживающих в сельской местности, за номером 72 РЗ от 26 декабря 2014 года. Под видом монетизации льгот граждан республики лишает их законных, гарантированных законом Российской Федерации льгот. Это преподносится как великое благо. Нас, представителей ТЭПов, по сути своей представителей народа, не мог оставить равнодушным подобный факт из законодательной практики депутатского корпуса Ингушетии. Мы не можем понять и принять, как у кого-то из граждан нашей республики, а тем более депутатов, которые преподносят себя защитниками интересов народа, могла подняться рука на льготы учителей наиболее незащищенной части нашего общества. Посмотрите, какие зарплаты они получают. Основной своей массе от 7 до 12 тысяч рублей. И это несмотря на все заявления руководства республики о том, что республика неукоснительно выполняет майские указы президента России Владимира Путина по повышению зарплат работникам и образования, и медицины. Освобождение от уплаты услуг ЖКХ было спасением для их семей. Это позволяло содержать семью в более-менее сносных условиях на сэкономленные средства. Народные родители их этого права на льготы по что дело лишили. Можно определенно так сказать, потому что до народа постановление правительства номер 75, принятое 29 апреля 2015 года, не доводится. Постановлением не знакомо большинство учителей и врачей, и не только. Убедившись в том, что учителя и врачи не решаются, а профсоюзы и общественные движения собираются решать интересы селян, мы, члены Совета ТЭПов, приняли решение стать на защиту интересов граждан республики. И 9 апреля 2015 года направили в прокуратуру республики заявление с просьбой принять меры прокурорского реагирования и защитить интересы медицинских и педагогических работников. Не получив в течение 2 месяцев ответа от прокуратуры, вынуждены были обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. После чего получили ответ, что наше заявление направлено для рассмотрения Народное собрание Республики с 17 апреля 2015 года для рассмотрения по существу дела. Еще 3 месяца ждали ответа от парламента. Не дождавшись, вновь обратились к прокуратуре. Прокуратура ответила, что данное обращение поступило 21 апреля 2015 года в парламент РИ. И для рассмотрения по существу, для отписания дела, и по существу дела отписано заместителю председателя Народного собрания Республики. Она, наверное, посчитала ненужным занимать свое время ответами по такому незначительному вопросу и ответила только после того, как прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Ответ, получен от 26 августа 2015 года, обыкновенной отпиской, и ни в коей мере не является ответом по существу заданного вопроса. А ведь еще совсем недавно спикер Народного собрания Республики заявлял с полос периодической печати, цитирую: «Своевременное и качественное решение проблем, содержащихся в обращении, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти и управления их связи с населением». Газета «Свердло» от 29 января 2015 года. Правильные слова.
Жаль только, слова не остаются. Да и сказано они были вынуждены с целью прекращения судебного процесса, начато общественным движением Ахкиюрт по подобному же случаю. Но молчание профсоюзов, молчание Народного фронта, Общественного совета при главе республики непонятно. По этому вопросу более подробно выскажется советник, юрист Совета ТЭП ингушского народа Багаудин Хаутиев. Я благодарю вас за то, что вы позволили мне первым выступить. Я хотел бы высказать свое мнение по очень важному вопросу, поскольку мы сегодня обсуждаем очень социально уязвимую группу населения нашей республики, это сельские специалисты. Этот вопрос касается Общенародного фронта Республики Ингушетия и объединения профсоюзов. Когда Общенародный фронт бездействовал по многим жизненно важным и актуальным вопросам республики, мы, жители, на это внимание особо не обращали. И поскольку мы с вами внимание на это не обращали, сегодня вместо бездействия мы получаем преступные действия Народного фронта и профсоюзов, которые должны были по своим целям и задачам защищать интересы трудящихся. Сам Институт Народного фронта и Институт профсоюзов, насколько мы с вами знаем, он создан для защиты прав и интересов членов организации. Народный фронт создан для защиты интересов граждан России. Именно что касается вопросов предоставления льгот сельским специалистам, мы знаем, к ним относятся и сельские учителя, сельские медработники, работники социальных и ветеринарных служб, то в этом случае здесь Народный фронт Республики Ингушетия и профсоюзы работников здравоохранения и образования наоборот прикрыли преступные решения и действия правительства и парламента. Народный фронт Республики Ингушетия и профсоюзы, они в первую очередь должны были основывать свою деятельность на основе Конституции. Здесь мы знаем, что правительство и парламент в первую очередь нарушило Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Ингушетия, ряд федеральных законов, решения Конституционного суда, решения Верховного суда России. И самое последнее решение, которое было в конце декабря 2013 года, это решение тоже было нарушено тем, что Народный фронт и профсоюзы своими действиями поддержали принятое решение парламентом и правительством. Я приведу маленькую цитату из статьи на информационном агентстве «Вермит». В Ингушетии под заголовком «Ингушетия Народный фронт отстоял льготы специалистам села». В соответствии с документом ежемесячная компенсация расходов на коммунальные платежи составит 2000 рублей для учителей, 1200 рублей для врачей, провизоров, работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Кроме того, 800 рублей будут получать специалисты сферы социального обслуживания населения, специалисты государственной ветеринарной службы. Насколько мы знаем, это прямое нарушение Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Ингушетия. Я приведу, если вы позволите, небольшую цитату из решения Конституционного суда Республики Ингушетия. То есть это цитата из решения Конституционного суда, и данная же правовая позиция была сформирована в двух решениях Конституционного суда Российской Федерации. Переход от предоставления натуральных льгот к предоставлению компенсации не должен влечь снижение имеющегося места уровня социальной поддержки данной категории педагогических работников. То есть соответствующие компенсации подлежат установлению в размерах, покрывающих затраты этих лиц на оплату жилья, отопление, освещение, и не могут быть ограничены нормативами потребления коммунальных услуг или социальной нормой площади жилья. Эта правовая позиция была сформулирована Конституционным судом Российской Федерации. Я даже зачитаю
номера определения, это определение от 8.02.2007 года, номер 322, и определение от 04.12.2007 года, номер 959. Здесь мы видим, что правительство установило ограничение, это ограничение тех льгот, которые должны предоставляться учителям. Это учителя 2000 рублей, 1200 медработники, 800 рублей для ветеринаров. То есть Народный фронт и профсоюз преподнес установление вот этих сумм как защиту прав и интересов данной категории, то есть специалистов села. Поэтому я, в свою очередь, хочу попросить тех же сельских специалистов, учителей, медработников, работников социальной и ветеринарной службы, чтобы они требовали от Народного фронта и от объединения профсоюзов, чтобы они защищали, чтобы они требовали защиты их прав. Тем более, что учителя, медработники, все они вносят ежемесячные взносы в те же профсоюзы, которые должны были отстаивать их интересы. В продолжение темы хотелось бы высказаться, что Совет ТЭПа на ряде своих заседаний рассматривал вопрос монетизации льгот для работников образования и медицины. Мы рассмотрели и изучили большое количество федеральных и региональных документов. Обращались с заявлениями и запросами в разные организации, учреждения в течение всего этого времени, начиная с 9 апреля 1915 года, когда мы впервые направили обращение по этому вопросу в прокуратуру республики. Пока, наконец, сами не наткнулись на постановление правительства Республики Ингушетия от 29 апреля 2015 года номер 75 об утверждении размера и порядка представления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированным специалистам, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Республики Ингушетия. Должны заметить, что данное постановление появилось после нашего обращения по этому вопросу в прокуратуру республики. Мы не считаем это случайностью. Нас удивляет, как целых 4 месяца мог исполняться закон, механизм исполнения которого еще постановлением правительства Республики Ингушетия не прописан. Ведь сам закон номер 72 регионального закона принят еще 26 декабря 2014 года и вступил в силу с 1 января 2015 года. Ну, об этом, я думаю, постановление правительства республики более подробно расскажет мой заместитель председателя Совета ТЭПа Ужахов Малсек. Часть 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации говорит о том, что российское государство является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Статья 3 Конституции Республики Ингушетия гарантирует, что высшей целью государства является обеспечение каждому человеку достойной жизни. Но законы, принимаемые законодательной властью Ингушетии, Народным собранием Республики Ингушетия и постановлениями исполнительного органа власти говорят об обратном. Каждый новый закон и каждое новое постановление правительства Республики Ингушетия только ухудшает условия существования граждан республики. После разных модернизаций, оптимизации, монетизации, проводимых властями, якобы с целью повышения благосостояния граждан республики, через некоторое время народ сталкивается с тем, что его очередной раз обманули. Так и на этот раз учителя и врачей, приняв в очередной раз закон о поддержке, если назвать вещи своими именами, обманули. Довести в коротком выступлении до вас, каким образом, сложно, но я попытаюсь. Казенный язык документов величив и многолик, и чтобы разобраться в нем рядовому гражданину, нужно учесть путь соли. 31 декабря 2004 года парламентом Республики Ингушетия принят закон 41 РЗ о мерах социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности.
которой власть намеренно регулирует размер, условий и порядок предоставления социальной поддержки учителям и врачам в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, освещения и отопления в форме ежемесячных денежных компенсаций. Затем в 2011 году уходит очередное постановление правительства Республики Ингушетия номер 346 от 15 октября 2011 года, который по сути своей лишает льготные категории граждан львиной доли их льгот. В связи с этим региональная общественная организация Ассоциация учителей Ингушетии обращается в Конституционный суд Республики Ингушетия. Конституционный суд в результате долгого и скрупулезного изучения данного вопроса приходит к выводу, что правительством Республики Ингушетия нарушены права учителей и врачей и принимает решение признать порядок предоставления компенсации расхода на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденных постановлением правительства Республики Ингушетия 29 декабря 2011 года номер 346, не соответствующим Конституции Республики Ингушетия. Правительству рекомендовано внести срочные изменения, не допускающие ограничений нормативов потребления коммунальных услуг и социальные нормы площади жилья. Обратите внимание, суд заявляет никаких нормативов. 100% оплата услуг государством по результатам потребления. Постановление Конституционного суда Республики Ингушетия номер 6П от 26 декабря 2013 года не подлежал обжалованию и вступил в силу немедленно. 26 декабря принимается новый закон, отменяющий закон 41 РЗ 31 декабря 2004 года. Это закон номер 72 РЗ от 26 декабря 2014 года о мерах социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности. Это совершенно свежий закон, который принят в конце года и который должен был исполняться с 1 января этого года. Затем, 29 апреля 2015 года принимается постановление правительства Республики Ингушетия номер 75 об утверждении размера и порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированным специалистам, проживающим и работающим в сельской местности на территории Республики Ингушетия. Постановление правительства устанавливает размер ежемесячной компенсации расходов на услуги ЖКХ и утверждает положение о порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированным специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах. Другими словами, если назвать, это механизм выполнения закона номер 72, принятого парламентом. Размеры компенсации установлены педагогам 2000 рублей, врачам и провизорам 1200 рублей, ветеринарным и социальным работникам по 800 рублей. Назначение ежемесячной компенсации в соответствии с пунктом 2 положения постановления правительства осуществляется только на основании подачи личного заявления от льготника с указанием способа его получения в структуре Министерства финансов Республики Ингушетия, отделов субсидий, с приложением ряда документов, подтверждающих право на получение компенсации. Не подал заявление, не представил вовремя документы, не получил. Как будто и не обязаны все государственные и муниципальные учреждения Республики Ингушетия, в которых работают квалифицированные специалисты, проживающие и работающие в сельской местности, в сельских местностей до 25 числа каждого месяца предоставлять отделы субсидий сведения о принятых и уволенных с работы учителях и врачах. Пункт 9 положения постановления правительства номер 75. Что я тебе хотел сказать? По логике вещей в Министерстве финансов в соответствии с тем, что каждая школа, каждая больница должна доводить до них до 25 числа каждого месяца этот регистр или реестр всех работников, которым положено, они должны быть. И я, например, никакой необходимости не видел бы в том, что каждому учителю надо ездить, писать заявление, предоставлять документы. Какие бы документы он ни представил, если он не будет этого реестра, он не получит эти блага. Теперь самое главное, ради чего Совет Тейпа решил обратиться к народу.
Власти скрывают или целенаправленно не доводят до общества факта внесения изменений в постановление правительства Республики Ингушетия номер 346 от 15 октября 2011 года, постановлением правительства номер 45 от 29 апреля этого года. Это пункт 2 постановления правительства. Граждане, имеющие право на получение соответствующих мер социальной поддержки, производят оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом суммы начисленной ежемесячной компенсации в сроки, установленные статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. Обратите внимание, производят оплату коммунальных услуг, а не оплату расходов на отопление и освещение коммунальных услуг. Другими словами, это электроснабжение, газо и водоснабжение. Освещение – это когда имеешь право выключать и включать свет, но не дай Бог вскипятить чайник. Это уже не освещение, тут плати. Также и с отоплением. Согревать согревайся, но готовить и подогревать пищу не смей, только за свой счет. Изопал язык поднаторевших на воровстве чиновников. Также обратите внимание на слова «с учетом начисленной ежемесячной компенсации». О чем это говорит? Это говорит о том, что, производя оплату за коммунальные услуги, вы имеете право оплачивать набежавшую сумму за минусом 2000 рублей учителя и 1200 рублей врач. За минусом этих сумм. В требовании коммунальщиков оплачивать в полном объеме произведенные коммунальные услуги с тем, чтобы иметь возможность возвращать их чуть позже, нет ни логики, ни необходимости. Но явно прослеживается коррупционная составляющая. Тем более, что в соответствии с тем же постановлением правительства номер 75 от 29 апреля 2015 года, пункт 6, который гласит: Министерство финансов Республики Ингушетии до 15 числа, следующего за истекшим месяцем, в соответствии с реестрами начисления ежемесячных компенсаций, предоставляемых отделами субсидий, осуществляет выплаты субсидий ежемесячной компенсации путем ее причисления по выбору гражданина на его расчетный счет. Ты что говоришь? До 15 числа каждого месяца, следующего за этим, за месяцем, в течение которого употреблялся газ, вода или электричество, денежные средства со счетов Министерства финансов на лицевые счета граждан уже должны быть перечислены и находиться там. Сверка за коммунальные услуги, как у нас и принято в республике, начинает производить после 25-го текущего месяца. А денежные средства должны поступить уже 15 числа и должны уже находиться на личном счете гражданина. Зачем заставлять и так еле сводящего концы с концами учителя ежемесячно выплачивать из своей скудной нищенской зарплаты по 2000 рублей и более на цели ежемесячно? Итого в течение года 24 тысячи рублей, которые затем никаким образом не вернут со своего расчетного счета, которым полностью распоряжаются поставщики услуг. Есть зачем. Минфин ввел практику месяцами не перечислять на расчетные счета граждан сумму компенсации причитающихся гражданам. Она заставляет вместо себя вовремя платить чиновников, поставщиков. Учитель, сделавший один раз взнос 2000 рублей на первоначальной стадии, в соответствии с законом Республики Ингушетия и постановлением правительства, всегда имеет на расчетном счете предоплату даже в худшем варианте. Поэтому никакой необходимости ежемесячно платить наличными средствами своего бюджета по 2000 рублей нет. Пункт 3.1. Внесенное постановление правительства Республики Ингушетия номер 346 от 15 октября 2011 года, постановлением правительства номер 75, гласит: граждане, имеющие право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, без ограничения норматива потребления указанных услуг, в случае превышения фактических объемов потребления жилищно-коммунальных услуг над общим размером полученной компенсации, вправе обратиться в отдел субсидий по месту жительства, по месту фактического проживания, за ее перерасчетом, исходя из тех показателей, цен, норм и нормативов жилой площади и других, по которым фактически производится оплата жилищно-коммунальных услуг. Это дословно. Будьте внимательны. Обратите внимание на слова. В случае превышения фактических объемов потребления жилищно-коммунальных услуг над общим размером полученной компенсации,
вправе обратиться в отделы субсидий за ее пересчетом. О чем нам говорит этот пункт? Если педагог воспользовался электричеством, газом на большую сумму, чем 2000 рублей, компенсации, выделенные на этой цели, гражданин вправе, то есть имеет законное право обратиться в отдел субсидий за перерасчетом погашаемой суммы до 100% ее погашения. Слова, исходя из тех показателей, в скобках, цен, тарифов, норм, нормативной жилой площади и других, пусть вас не вводят в заблуждение. Во-первых, слова «и других» – абсурд законодательной нормы. Во-вторых, вам не нужны нормы, у вас приборы учета потребляемых услуг, счетчики. Нормы и нормативы нужны только тем, у кого нет вышеперечисленных приборов. Взятый в скобки абзац о нормах и нормативах потребления попытки ввести в заблуждение граждан. Конституционный суд Республики Ингушетия в своем постановлении номер 6 по 26 декабря 2013 года однозначно заявил, пункт 1.1. Федеральное законодательство полностью освобождает квалифицированных работников, проживающих и работающих в сельской местности от внесения коммунальных услуг. 100% освобождает от оплаты. Услуги предоставляются бесплатно. Пункт 3 постановления Конституционного суда Республики Ингушетия гласит: однако решение Верховного суда Республики Ингушетия от 31 января 2006 года, уточненным Верховным судом Российской Федерации, данное законоположение в части слов в скобках согласно нормативам, установленным правительством Республики Ингушетия, в пределах утвержденных норм потребления газа на отопление 1 квадратного метра жилья и утвержденного федерального стандарта социальной нормы площади жилья, скобки закрываются, признано недействующим в отношении педагогических работников. Сказано ясно и четко: никаких норм и нормативов учителям. Для проведения перерасчета гражданину необходимо представить отдел субсидий выписку из лицевого счета абонента, заверенную подписью и печатью абонентской службы ресурсоснабжающей организации. Следующим я представляю слово члена Совета ТЭПов, председателя Совета ТЭПа Манкиевых, Бабаткина Манкиева. Верховным Советом Российской Федерации, Госдумой Российской Федерации принято очень много хороших законов, защищающих интересы населения, предоставляющие льготы населению, таким категориям людей, как специалисты села, части работников сельского хозяйства, части Министерства образования и здравоохранения. Что, как исполняются эти законы на местах? Вот попытки в той части категории работников медицины, образования, попытки правительства было еще в 2004 году принять законопроекты, ущемляющие интересы этой категории людей. Парламентом в 2004 году был принят законопроект по представлению правительства республики, где учителя и врачи, работающие, живущие в сельской местности, лишались, их члены семьи лишались той льготы, которые предусматриваются федеральным законом на всю семью. Этот законопроект тогда был принят, но через полгода по многочисленным жалобам работников образования и здравоохранения по протесту прокурора этот законопроект был отменен парламентом. Наше правительство делает все возможное, чтобы люди, согласно федеральному закону, эти льготы не получали. Вносит изменения в федеральный закон, хотя парламент не имеет права внести изменения, принять закон, противоречащий федеральному закону, если ущемляются социальные ущемления категории этих людей. И в то же время неоднократно такие законопроекты в республике принимались и принимают не только по специалистам села,
принимают такие законодательные акты по многодетным семьям, по инвалидам. Вот недавно в Могабеке был такой случай, после окончания месяца Рамадан вышли группы работников госслужащих с участием работников МВД в масках, с автоматами, ходили по дворам, отключали газ, электроэнергии, и это они делали якобы по указанию главы Республики Ингушетия. И притом они отключают газ, электроэнергии многодетным семьям, которые не имеют доходы, не имеют работу, получают 100 рублей детских пособий, еле-еле проживают, кормят, содержат своих детей. Они отключают газ, электроэнергии семьям репрессированным. Вот, пользуясь случаем, я хотел бы затронуть закон, который касается лиц репрессированных людей, проживающих. Этот закон, тем более в Ингушетии, каждая семья репрессирована. Нет такой семьи, где нет репрессированного человека в семье. Верховный Совет Российской Федерации в 1991 принял один закон по репрессированным народам. Там в 3 статье предусмотрено. Я хочу, просто наши люди знали, как к нашему народу, к своему населению относится наше правительство. 3 статья предоставляет право правительству республики, и под эту статью выделяют средства, восстановить ущерб, нанесенный семье во время выселения нашего народа. В 1993 году правительство Российской Федерации выделяет каждой семье компенсации для компенсации нанесенного ущерба 8 миллионов 300 тысяч рублей. В то время они были большие деньги, и эти деньги правители наше правительство использовали не по назначению. Куда-то пустили на бизнес, и прошли года, когда они превратились в копейки и начали выдавать по 10 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей. А за 10 тысяч рублей тогда можно было максимум купить 2 барана. Вот как относятся правители наши кровные братья, духовные братья, наши чиновники к репрессированному собственному народу. Сейчас возьмем 16-ю статью этого закона. 16-м статьем предусмотрено льготы репрессированному человеку и семье 50% всех коммунальных услуг. Кроме этого, репрессированный гражданин имеет право получить бесплатную путевку 1 раз в год для лечения в санатории. Также репрессированный гражданин имеет право на воздушном судне, на железнодорожном транспорте туда-обратно проехать бесплатно в любой уголок Российской Федерации. Этими правами мы не пользовались. Не пользовались. Для того, чтобы пользоваться этими льготами, здесь тоже наше правительство придумывает подпункты. Репрессированный гражданин должен быть или инвалидом, или пенсионером. Вот, если такое изменение, федеральный закон. Хотя по федеральному закону ежегодно федеральное правительство выделяли средства, сотни миллионов для погашения, для субсидирования этих предусмотренных льгот этим законом. Например, если взять 2015 год, в 2014 год правительство России, правительство Ингушетии выделяет 660 миллионов рублей под эту статью.
А в 2014-2015 году 590 миллионов. И эти средства ежегодно ворует правительство Республики Ингушетии. И эти же товарищи приказывают нижестоящим чиновникам отключать этих людей от газа, от света. Вот представьте себе, если оплатить 300 рублей газовикам, 300 миллионов газовикам, 300 миллионов электрикам и 60 миллионов водоканалу, практически этот вопрос снимается. Снимается. И вот у меня будет просьба к прокурору республики, чтобы он разобрался в этом вопросе. За последние 20 лет правительством России сколько миллионов выделено средства правительству Ингушетии на погашение именно этих уступок. И куда эти деньги уходили? Ясно одно, что каждый год 660 миллионов, предназначенные для погашения льгот репрессивных людей, использовались не по назначению. Не будем гадать, куда эти деньги уходили. Каждый год, да. Каждый год. Это 2014, в этом году уже меньше, 500 сколько-то? В этом году 590. А прошлые годы, 14, 13, 12, 11, 660 миллионов выделялись эти средства. И в то же время отключают подачи газа, подачи электроэнергии семьям репрессированных, семьям многодетных. Я за эти 22 года не имел льготу, предусмотренной этим законом. Я репрессированный. Человек, который родился до 1 января 1957 года, является репрессированным лицом, чеченец, ингуш, карачаец, Балкарец. если этот гражданин относится к народам, переселенным в военное время. Я этими льготами не пользовался, потому что я не был инвалидом и не был пенсионером. Для того, чтобы получить по местному закону эти льготы, я должен быть инвалидом или же пенсионером. А по федеральному закону эти льготы мне положены. Поэтому я прошу прокурора проверить этот вопрос. Сколько миллиардов получено по этой статье и куда они уходили. Здесь нету криминала. Я не пользовался. Ни я, ни моя супруга не пользовался. Это делают наши руководители, наши президенты. Вот парламент, его заставляет парламент принимать закон, противоречащий как раз федеральному закону. И вот ущемляются права и работников сельского хозяйства, сельской местности, и детей, сирот, которые потеряли оба родителя или одного из родителей, и многодетных семей принимают на местном уровне законы, незаконные законы. Вопрос член президиума Совета ТЭПа, председатель Совета ТЭПа Сенероева, классом Сенероева. Ислам класс. Уважаемые товарищи, я, во-первых, хотел бы обратить внимание учителей на пункт 8. Положение о порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отоплений, освещения квалифицированным специалистам, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Республики Ингушетия. Утвержденное постановлением правительства Республики Ингушетия номер 75 от 29 апреля 2015 года говорится: за квалифицированными специалистами, проработавшими не менее 10 лет в соответствующих организациях в сельской местности в должности, указанных в статье 2 за номером 72 о мерах социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности. Право на получение ежемесячной компенсации сохраняется после увольнения с
связи с выходом на пенсию, если на день увольнения им предоставлялись указанные меры социальной поддержки, и они продолжают проживать в сельских населенных пунктах. То есть я заостряю на этом внимание специально для того, чтобы учителя на пенсии знали, их лишить их льготы после выхода на пенсию никто не может. Лишить их льготы никто не может. Они 100% освобождаются от уплаты коммунальных услуг. 100%. В соответствии с новым положением о монетизации услуг, им должны быть компенсированы все внесенные ими на расчетный счет поставщиков денежных средств после предоставления им соответствующих квитанций. То есть полностью ими ранее оплаченные деньги им должны возместить. И 100% бесплатной оплаты там, коммунальной, пользуются 100% После бесплатной. 10 лет работы, даже если на пенсию ушли или на Независимо. другую работу перешли. Нет, только на пенсии. Только на пенсии. Только на пенсии. Мы тоже. Слово представляется представителю Совета ТЭПов Дударовых, член Совета ТЭПов Дударова и Срапилов. Так, я бы хотел добавить озвученному здесь присутствующего следующее. Закон Российской Федерации за номером 3266-1 22.08.4 года 2004 года об образовании абзац 3 пункт 5 статьи 55 гласит следующее. Региональные власти не могут снижать объем мер социальной поддержки представляемым педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности. Сказано четко и ясно. Позднее принятым законом Российской Федерации номером 439 Федерального закона от 29 декабря 2010 года внесены изменения в закон об образовании. Статьи 3. Нормативно-правовые акты Российской Федерации. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации. Применяемые во исполнение абзац 3 пункт 5 статьи 55 Закона Российской Федерации за номер 3266 и 1 об образовании не могут снижать объем социальной поддержки, предоставляемой педагогическим работникам. Не убавлять, не добавлять. Это имеется в виду на усмотрение у нас в республике не могут и не имеют права от себя ни добавлять вот эти льготы и не убавлять. Регионы есть действительно могут добавить, если финансовое положение позволяет, если бюджет позволяет, но ни в коем случае не убавить эти льготы. И еще я что хотел бы пользуясь возможностью задать вопрос правительству нашей республики. Почему не упоминается постановление, нет упоминания о водоснабжении? Разве водоснабжение не относится к коммунальным услугам? Это вопрос правительства. Вот это в вышеуказанном не упоминается. Вопрос о коммунальных услугах водоснабжения, предоставляемого и врачам, и медицинским работникам. Слово просит член Совета ТЭПов, председатель Совета ТЭПов Аушев Ахмад Башир Аушев. Из стола. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يجري تغن ذلك أمن إيش بيزيد دول شام عشرة ديال دول حلق أنشو بيعشر أنشو سؤال ورد حاولتوا الدات اللي تسعة سماء بيجيبوا داود دوي وستغن وقمن دلها ديالنا طجار ديالنا خضراء ديالنا يعيش دولهم حقواشي يا بين دول دولهم حقواشتري
والله خير باش حكمش إصحابه يبي تعقمن يبلغ يبلغ بيز باسر هو يتقدم كتاهم بلغ كسدوي ودليل من صاحب خير بي من كان طالب خد خير дал طالب Уважаемые граждане, я прошу вас извинить меня, что я немножко не по теме. Но вопрос, который я хочу поднять, очень близок к сегодняшней теме, и этот вопрос я попробую выразить сейчас. Мы сегодня требуем, защищаем наших работников образования, работников здравоохранения. Для чего? Для того, что на сегодняшний день они нам нужны, учителя нам нужны для воспитания наших детей, обучения наших детей, для развития наших детей. Значит, здравоохранение и врачи зачем нам нужны? Для лечения нас и наших детей. Для кого мы живем? Для детей. И поэтому сегодня мы рьяно защищаем и будем защищать их, поэтому их труд должен быть оплачиваемым и благодарным, поэтому без них нам нельзя. Нельзя. Вейн датс избуаться, вейн мурит ишбы, вейн игрхой ишбы, избуаться жди, он вейн безлуш халкой, вейн халхудды, вейн жейну йох, таалламу илм амди'a, фуман ла илма лаху шига, илм дуаш волсак, ла акла лаху шиха, дуаш волсак, фуман ла акла лаху шиха, дуаш волсак, ла дина лаху шидин датсин. ومن لا دين الله شيء دين دواش وسق لا جنة الله شيء يوم ما لياش وسق وعنص الآخرة يا أخي نقضي بقدر ثانية علم بعمس اللي اشتديزوا دي هنا حلقي بحبا هربيد مش ليل بيم بيجيش سنك حاجة طبعا وينا حتى أستاذ سمعتوه بوسلز ويش شكوشي بش دوار مورش دوار ده يعني نو بيرش دوار دو هم دوق بيرش دول بوشنا دوق خلبوخ نحن بيرين طبعا ويدعي доллары шедол هم بين حقاش доллары ведус пиздацели هم. Как мы все знаем, мы также обсуждали вопрос о льготах для многодетных семей. Посвятили этому вопросу не одно наше заседание. Вот 12 мая 2015 года обратились с видеообращением по этому вопросу к народу Ингушетии по интернету. Но поднятый нами вопрос до сих пор не доведен до своего логического завершения. Несмотря на заявление по телевидению министра социального развития Бахаудин Маршани, удостоверения на местах до сих пор не выдаются. В тех удостоверениях, которые выданы совсем недавно, прописано, что многодетным семьями признаются те, имеющие детей 5 и выше детей. Значит, откуда они это взяли и как они это могут. Есть ли законы? Работники Министерства социального развития на местах нередко оказывают гражданам в общем, давление о выдаче удостоверений, мотивируя это, что многодетными семьями являются только семьи, имеющие 5 и более детей. Зачем следует окрик? Вы что, неграмотны что ли? Читайте, на русском языке все написано. Да, на русском языке бумага все терпит. Вот удостоверение, недавно выданное. Написано 5 и более детей. Верное удостоверение. Ханобову Яницана 5 и более российский закон. 3 и более детей до 18 лет яхшалчик. Есть же закон для этого. Вот, например, статья 22 в новой редакции многодетным признается семья, имеющая на содержании и воспитание 3 и более детей в возрасте до 18 лет. Вот закон у нас, пожалуйста. Я думаю, не стоит его зачитывать. Наши чиновники об этом хорошо знают, только утаивают. Так, дальше. Затем постановление правительства Республики Ингушетия за номером 140 от 17 апреля 2002 года о социальной поддержке многодетных семей закреплено данное право в пункте 1. Правом на мере социальной поддержки обладают семьи, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет. Что еще надо? Наши вот эти работники, каким образом работники отдела, занимающиеся вопросами льгот по многодетным семьям, умудрились об этом не знать. Если не знают, тогда они на месте, надо освободить их. Они же получают большие зарплаты. На их месте найдутся люди, хотя говорят, у нас нет специалистов. Есть очень хорошие и грамотные специалисты, только им работы нет, не дают работы. Честным нету работы. Поэтому надо как-то
Москве шагу дали ан хадайта дордал ахши дама качи цар. Дама лицан год же фокамелы. Вот поэтому видно, фонд Порбиабаста, мы не нашли ни одного человека, который получили эти льготы от дошкольного возраста, школу, которые, если я знаю много семей, по 3-4 человека в школу в этом году пошли. Ни один человек ничего не получил. Хотя десятки миллионов выделены в бюджете на эти льготы. Где эти деньги? Да. Так, тут еще сейчас, я чуть-чуть ниже объясню. Ну, мы в Совете за прошлое время мы будем с этим неустанно бороться и будем обращаться в прокуратуру, в суды за малейшие нарушения вот этих льгот. Пусть они знают раз и навсегда, мы не дадим пожирать труды, льготы детей. Это однозначно дышим. Ну, это дальше бы завтра. Ваш слово шейхары, они по-русскому написаны, английский метод я здесь обиден были, но гампур дальше анцов. Ернаха рахалыш дикхетсун. Там наждина анцов хадан должен 5 и более детей, а что пункт матья вот яйца? Хама яйца. 12 пунктов мийца нёр. В Москве с халушалчи, вей хама дац абсолютно. Здор дадал мегде, мы ждали вершос. Но хочу пяду туда что. Дута даст полцу был хаду Аллах поддыша. Она только машет, тейпаниш, у вас бокол тхадик долша, а мы гахаш. Харсу клубуйте, тик дуру отдалашан, хадах пят, клопях тейпаш лашан. Ваш вунна буйте, ваш иберал пиды, дел воздух харм макчинес. Перская бусали нам мой ваш, урба зенды я гули вашан, хадза ухуд мадиша, не хамажди я долго, цо хадал худ мадашан. Цохса худ мадашин. Дал хакала амак я ваш цох хам худ мадаш. Вей бусу дияхи. Так, вей водичи иман докваждиан ялчи. Имана бия докважды доккаадиан. Корты док бия чор тум синфицинyan. Цо иман шариат фытян ялчи. Тахлил халали хану дардуну тахримул харам дардуну. حلق يلعبوا بندم حبار مينستر استمع شيء حبوش ولا شيء حقوق شيء خفول هنا عشوة شيء بقول بس دعوش داس الخوف وقص بيحكي يعني وضعت شان سقول بس سوليا министерство мечи у нас нет такого министерства богатства социального развития потому что у нас бюджет образующий ни одного предприятия еще нет а проели мы очень много денег очень много приехал воевать Путин сказал вот пожалуйста. Несмотря ни на какие трудности, Путин гарантировал народу, что ни одна из социальных услуг отменена не будет. Почему у нас ее отменяют? Что мы ее вырабатываем? Или чей-то он? Нет. Это государство нам выделяет. И граждане имеют полное право требовать то, что им выделило государство. Это не чиновники. Чиновники получают зарплату, заелись, ненасытные чиновники. Будьте добры. Отдайте то, что положено детям, учителям, врачам. У меня все. Баркуша Андрей Рясов. В завершение нашего заседания хотел бы обратить внимание на статью 4 закона номер 73 РЗ от 26 декабря 2014 года о мерах социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности. Цитирую, финансовое обеспечение мер социальной поддержки предусмотрено статьей 3 настоящего закона, производится из республиканского бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели в законе Республики Ингушетия о республиканском бюджете на очередной финансовый год. Говорит ли этот пункт о том, что властные структуры, ссылаясь на недостаток заложенных в бюджетах средств, на эти цели имеют право отказывать учителям и врачам в льготах? Ни в коем случае. Продолжение этой же 4 статьи закона гласит: объем бюджетных расходов по представлению мер социальной поддержки определяется исходя из числа лиц, имеющих право на социальную поддержку. Ну, о чем это говорит? Нам второй абзац данной статьи, что в соответствии с законом все лица на территории Ингушетии, которые имеют право
на льготы должны быть учтены при формировании бюджета на следующий год. И обязательно должны быть заложена соответствующая сумма на соответствующую статью бюджета на эти цели. Никакими причинами нельзя оправдать непредставление положенных в соответствии с законом льготы гражданам республики. Ссылка на то, что у нас дотационный бюджет, денег в бюджете катастрофически не хватает, также неуместно. На сегодняшний день бюджет Республики Ингушетия на 84% состоит из дотаций федерального центра. Однако же бюджетные работники получают регулярную зарплату. Целевые программы работают. Возможно ли отказать работнику в получении зарплаты, сославшись на недостаток средств в связи с дотационной республикой? Конечно, нет. Надо отметить, и бюджетные работники получают зарплату на порядок ниже, чем в других регионах. Каждый принимаемый парламентом Российской Федерации ход предполагает его финансовое обеспечение. Федеральный центр еще ни разу не отказывался официально от выполнения взятых на себя обязательств. Денежные средства в регионе своевременно и в полном объеме поступают. Если местные власти способны защитить бюджет с учетом всех расходов на выполнение принятых федеральным центром законов, проблемы возникают только тогда, когда местные власти безграмотны, равнодушны к нуждам народа и нечистоплотны. Мягко, если сказать. Тут цитировал слова Путина Ахмад Башир Авушев, что все эти социальные обязательства, взятые Россия на себя, выполняет в полном объеме. Как он сказал, так и есть. Да, это вахту бы, Алихаджи.